Основоположник крымско-татарской этнопедагогики. Так в один голос называют Муидина Хайрудинова все, кто его знал. В память о выдающемся ученом к 70-летию со дня его рождения в Крымском инженерно-педагогическом университете провели круглый стол, который объединил его коллег, учеников и друзей. Muhyiddin Hoca aramızdan ketken olsa da o hep bir yaşay, gayeleri içinde yaşay, onun talebeleri yaşay, onu bayrağını kotarıp ketken Muhyiddin Hoca o pedagogikada büyük alimlerden birisidir ki ve tek pedagogika değil de o milli pedagogika esaslarını koyganlardan birisi. Şimdi bu gayeleri yaşay, yavaş yavaş alimler onun gayelerini ilerige sürüyatalar ve ileride de böyle olacağına işancımız kamil. Мечтавший в юности стать историком, Муидин Хайрудинов стал гениальным педагогом. В Узбекистане он был проректором Ферганского госуниверситета. После работал в ВУЗе в Николаеве, а по возвращении в Крым преподавал в Таврическом национальном университете и стоял у истоков основания Крымского инженерно-педагогического университета. Это время друг и коллега Муидин Hoca Исмаил Керимов вспоминает с особым теплом. Evet, unutulmayacak vakitler çünkü o zaman da bugündeki gibi böyle auditoriyalar, üniversite böyle bir binalar şeyler yok idi. O zaman da Pol Cuğan süpürgen adam da yok idi. Bizler dekan olarak teşkil eteydik bu şeylerini talebelerine beraber özümüz anda uçilişalarda. Neyse üniversite ayakta turdu ve Muhyiddin'a demek doktorluk disertasya korçaladı sonra. Birçok kitaplar, birçok makaleler yazdı. Etnopedagogikanın başında tura desek pek yanlış olmaz. Çünkü ondan evvel de kim korçaladı ben aklımda yok, böyle haberim yok. Ama neyse mutlak onun faaliyetini devam etmek gerek. Çünkü bu ciddi faaliyet. Особенные отношения были у Муидина Хайрудинова и с его студентами. В работу с ними он вкладывал не только свои знания, но и душу. Хочется вспомнить студенческие годы. Муидин Айдинович вел у нас педагогику. Я думаю, согласятся многие коллеги, многие бывшие студенты, что он вел занятия таким образом, что мы заслушивались и забывали писать конспекты. Ведение конспектов было обязательно, потому что не было доступа к библиотечным каким-то источникам, и не всегда можно было найти учебные пособия. То есть его интонация, его манера изложения как бы влюбляла нас в педагогику, в педагогическую науку. Муидин Хайрудинов стал автором более 200 научных статей и десятков учебных пособий. 70 yaşını doldurgan olsa, yaşagan olsa, daha yapacak işleri çok olacak idi. Ama ilahi, taqdiri ilahi Allah'ın rahmetinde olsun. En esası Muhyiddin Hoca'nın aytkanlarını vasiyet olarak kabul etmek ve milli tahsil sahasında nasıl hizmet edebilsek o işlerini onlarga geçirmek gerektir. Патриотическими стихами и песнями почтили память Муидина Хайрудинова ученики Добровской общеобразовательной школы.